Как вы считаете, в связи с тем, что правительство Таджикистана преподносит общественности Назарзаду как члена партии Исламского возрождения Таджикистана, не станет ли это жирной точкой в судьбе партии, выставив ее тем самым экстремистской партией? Могут, да, если поймают, то это 100% так и будет. Но мы знаем, что он не член ПИФТ. Он, естественно, знаком с Мухиддином Кабири, естественно, поддерживал по старым связям, когда он был командиром ОТО, одним из боевых подразделений объединенно-таджикской оппозиции, связь с своими товарищами. Но будучи офицером, генералом, закончив в том числе Российскую академию, высшую, а стало быть, имевший прекрасные связи, имеющие и по линии ОДКБ с российскими военными, и, очевидно, военной разведкой российской. И наверняка, если он дослужился до генерал-майора, был хорошим партнером, надежным в рамках ОДКБ. И я не думаю, что он является исламским каким-то радикалом, экстремистом. И член ПИФ, тем более, что ПИФ это не экстремистская никакая организация. Потом нигде в мире ихваны, знаете ли, не имеют боевого крыла. Единственная организация ихвана, где есть боевое крыло, это палестинская, Хамас. Там есть бригада из Едина Аль-Касама, но это ситуация непрерывной войны, и это особенная ситуация. Так, ПИФТ – это братья-мусульмане, которые всегда делали ставку на социальное и экономическое развитие, на проповедь ислама через дела, через такую практику добрых дел. Что-то вроде христианской демократии. Ну, конечно, если припекает, так самый тихий человек возьмется за оружие, понимаете? Чего ж тут, как говорится. Я не думаю, что генерал Назарзада связан с ПИФТ, и тем более, что у ПИФТ есть какое-то боевое крыло. Это абсурдная идея, которая просто даже не может всерьез рассматриваться. Но, естественно, по итогам гражданской войны во многих регионах Таджикистана люди не утратили боевой дух. Если репрессии будут продолжаться, то я не исключаю, что, не имея никакого отношения к ПИФТ, они поднимутся. Тем более, что есть еще такой нюанс. ПИФТ же антисалафиты. Вот у салафитов есть доктрина джихада. Именно при президенте Рахмоне очень укрепилось салафитское движение в Таджикистане. Я не знаю, с чем это связано. С контрактами с саудовцами, сильным влиянием саудовским экономическим, финансовым в Таджикистане, на что неоднократно обращали внимание иранцы, например. Но именно за последние годы салафиты, у которых есть джихадистская доктрина, они создали устойчивые джамааты. И вот получается, что власть преследует миролюбивых братьев-мусульман, которые являются частью политической системы, но поддерживает достаточно радикальные ваххабитские группы. Создается такое впечатление. Зачем? Почему? На каком основании? Или просто не обращать внимания на ваххабитские группы? Братья-мусульмане это не ваххабиты. Партия Исламского возрождения это антиваххабитская партия. Ваххабиты ненавидят и ихванов, братьев-мусульман, и партию Исламского возрождения. Это надо совершенно четко понимать. Партия Исламского возрождения близка по своим взглядам к партии Бурхануддина Раббани покойного. Недаром Бурхануддин Раббани был одним из тех людей, который помог таджикскому народу достичь мира и согласия. Потом он был убит. А кем он был убит, Раббани? Был убит радикальными ваххабитами. Поэтому не надо всех смешивать в одну кучу. Мы прекрасно понимаем, что никакого джихадизма в доктрине партии Исламского возрождения нет и быть не может. Но есть в Таджикистане силы новые, появившийся нетрадиционный ислам для таджикского народа, который стоит на джихадистской традиции. И лучше бы президенту Рахмону посмотреть среди своего окружения ближайшего. Если его ближайший любимец и полковник МВД, командир фактически спецназа МВД сбегает и сейчас сидит в исламском государстве, то, может быть, и я, насколько я знаю, этот полковник не принадлежал к АТО. Может, мне память изменяет? Не принадлежал. Наоборот, он был верным, лояльным бойцом Народного фронта всю дорогу. Теперь он сидит в исламском государстве, как и другие бойцы, там, не знаю, многие сотрудники силовых структур. Очень подозрительно, очень странно это все выглядит, если честно.